друзья, меня зовут Лера Каменская. Сегодня я хочу вас познакомить с очень классными бюджетными помадами. Я вот так их расставила прямо перед собой, чтобы, во-первых, вы более-менее видели оттенки, приблизительно гамму, и чтобы мне было удобнее вам показывать и рассказывать о помадках. Это новые матовые помады от компании Avon. Да, я, честно говоря, Avon пользовалась где-то далеко в своем глубоком детстве, и с тех пор я ничего не приобретала, мне как-то так было... Я не очень доверяла, скажем, этой компании, вот. Но компания Avon пригласила меня на презентацию этих помад, мы были в очень шикарном месте, красивом таком, я снимала влог, но, к сожалению, не осталось этих кадров. Я очень удивилась качеству этих помад. Во-первых, я настоящий помада-маньяк. Во-вторых, я просто обожаю матовые помады. В-третьих, я обожаю находить какие-то бюджетные, но качественные продукты и делиться ими с вами. Поэтому сегодня я хочу рассказать о нескольких помадках, которые мне очень понравились, которые мне совсем не понравились. И, собственно, показать уже поближе вам сводчи на губах, показать вам сводчи на руке, чтобы вы все-таки, это каталожная косметика, вы ее не сможете нигде потестировать, и таким образом вы сможете приобрести себе цвет, который оптимальный для вас, который вам понравился. Насчет текстуры помад. Помады очень шелковистые, они очень легко наносятся, они очень мягкие. Большинство матовых помад очень тяжело наносятся на губы, их тяжело распределить, они безумно сушат губы. Эти матовые помады вообще не сушат губы, они безумно легко и кисточкой, и из самого тюбика легко наносятся. И цветовая гамма, конечно, просто шикарная, на мой взгляд. На любой вкус и цвет, от самых нюдовых, прям таких вот тональных помад, до темного, красивого, богатого такого цвета. Мне в этой линейке не подходит и, в принципе, не нравится всего лишь два оттенка. Это вот эти вот самые светлые цвета, они прям совсем выбеливают губы, выглядят немного странно. Но опять же, с моим опытом блогерства на YouTube я заметила, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Я снимала видео о продуктах, которые мне вот совсем прям не понравились, но нашлось много людей, которые написали: «Ты что, это мой любимый продукт». Поэтому я здесь опять же выражаю только свое мнение. И из линейки помады, которые мне безумно понравились, это 3 оттенка. Это оттенок Mau Matters. Он у меня очень часто на губах, я уже прям половину помады сточила. Следующий оттенок называется Peach Flatters. Персиково-розовый оттенок, но довольно-таки плотный, темный, и смотрится он очень интересно на губах. Аналогов такого оттенка я, к сожалению, или к радости нигде не видела. И следующий оттенок называется Pure Pink. Мне безумно нравится этот цвет. Это аналог Please Me, аналог Tom Ford моего. Поэтому вот 3 оттенка, которые я прям очень полюбила. И для меня это каждый божий день. Также есть в палитре несколько оттенков красного, классического, такого более темный, более чуть ярче цвета, которые тоже, в принципе, подходят всем. У них более голубой подтон, поэтому зубы будут довольно-таки белыми смотреться. И есть реально сумасшедшие оттенки, такие в стиле Ники Минаж, прям даже это типа Candy Yam Yam, что-то вот такое. Мне интересно пользоваться такими оттенками. Я бы предпочла ими пользоваться больше в летнее время, под загорелую кожу. Я не боюсь. Есть, конечно, девушки, которые боятся выбирать такие помады себе. Но, опять же, это на любителя, поэтому я от чистого сердца могу вам рекомендовать эти помады, потому что, я же опять повторюсь, очень хорошее качество, хорошая цена, хорошее нанесение, приятно пользоваться. Также у помады очень красивый футляр, матовая туба. Сдалека вообще, я сначала, когда увидела, мне показалось, что это Dior. Не очень хорошее качество футлярчика, но смотрится он неплохо. Я бы хотела сделать небольшой конкурс, разыграть 3 помады из этой линейки. Я не хочу вам говорить, что за цвета, но 100% там будет нюдовый, такой более плотный, повседневный, и совсем темная помада будет. Поэтому, если вы хотите выиграть в конкурсе, то, конечно же, вы должны быть подписаны на мой канал, вы должны поставить лайк этому видео и написать в комментариях цвет помады, который вам понравился больше всего. Все, поэтому я с вами прощаюсь, надеюсь, вам понравился мой обзор, и приятного просмотра сводчев этих помад. Пока!